Прошедший год был трудный, но успешный, признаются предприниматели. Он был насыщен событиями, которые помогли наладить диалог с различными организациями. Плодотворное взаимодействие было и с Министерством экономики. Удалось поработать над несколькими законопроектами. Она объединила людей, единомышленников, которые готовы заниматься благотворительностью и намерены создать в стране оптимальные условия для благоприятного ведения малого и среднего бизнеса. О роли и значении подобных организаций в становлении и развитии государства на конференции говорил министр экономики Адгур Арзинба. По его словам, во многих странах мира подобные союзы играют ключевую, определяющую и созидательную роль в развитии, являются катализатором новых идей, влияющих на формирование государственной экономической политики. Качественный баланс, качественное сочетание интересов, в первую очередь, общества, а потом уже интересов власти и бизнеса, и дает тот результат, который должен уже в первую очередь как укреплять и продвигать статус абхазского предпринимателя как внутри нашей страны, так и за пределами нашего государства. Направлены эти усилия должны быть, конечно, на представление интересов бизнеса. И в этом направлении, мне кажется, ассоциации уже есть, что удалось, есть о чем говорить о результатах. На сегодняшний день в Абхазии действует более 8 тысяч активных предпринимателей. Из них около 1400 юридических лиц. Их деятельность позволяет формировать основную доходную часть бюджета республики и создавать рабочие места, подчеркнул Адгур Арзинба. Глава Минэкономики отметил, что многого удалось достичь, в том числе и за счет сотрудничества ассоциации с министерством. Если говорить о показателях в экономике, то валовый выпуск товаров и услуг в Абхазии, если брать 2014 год к 2016, за 2 года увеличился практически на 29%. Это 4,7 миллиардов рублей. Если говорить о внешнеэкономической деятельности, то у нас здесь рост составляет порядка 2,4 миллиарда, если 16 к 15, в совокупности по итогам 2016 года это порядка 24 миллиардов рублей. И рост импорта, несмотря на некоторые опасения, которые были ввиду введения ввозного НДС, тоже состоялся. Это 1,3 миллиарда рублей, практически 19%. О необходимости формирования в Абхазии среднего класса на конференции говорила секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. По ее мнению, средний класс не только служит базой для стабильности и развития экономики, но и способствует сохранению политического спокойствия и достижению общегражданского консенсуса. Мне кажется, что очень важной проблемой сегодня для Абхазии является формирование среднего класса. На мой взгляд, сегодня в Абхазии с этим пока не очень хорошо обстоит, и это является причиной очень многих негативных явлений, которые у нас наблюдаются. Я имею в виду, прежде всего, политическую нестабильность и такую разъединенность общества. И в основе этого, мне кажется, лежит усиливающееся социальное расслоение, которое мы все наблюдаем и которое, на мой взгляд, совершенно не характерно для абхазского общества. Это противоречит нашим историческим традициям. Главный посыл сегодняшней встречи – совместная работа по всем направлениям. Бизнес в Абхазии можно и нужно развивать. И для того, чтобы это произошло и появились перспективы, взаимодействие бизнес-кругов, предпринимателей с властью надо продолжить и усилить, убеждены участники конференции. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение.